Мудрая девочка. Чувашская народная сказка. Рассказывают, что у одного царя подобралось 12 солдат, которых сколько ни учили, ничему научить не могли. Делать они ничего не умели. Тогда царь решил из этих бестолковых солдат сделать себе потеху. Как-то послал он их снимать шкуру с камня, что лежал в чистом поле на перекрестке двух дорог. Взяли солдаты с собой ножи, топоры и пошли выполнять царское повеление. Идут они путем дорогою и встречают 12-летнюю девочку. «Куда идешь, девочка?» — спрашивают. «Я в той деревне живу. Вышла искать убежавшую козу», — отвечает девочка. «А вы далеко ли путь держите?» «Нам царь приказал содрать шкуру вон с того камня, что лежит на перекрестке дорог», — говорят солдаты. «Я бы на вашем месте вернулась к патше и сказала, чтобы он сперва зарезал камень, а уж потом посылал сдирать с него шкуру». Солдаты так и сделали. Вернулись к патше и говорят: «Царь-государь, сперва зарежь тот камень, а уж потом мы с него будем снимать шкуру». Удивился патша и спрашивает: «Это кто вас научил так говорить?» Встретилась на дороге 12-летняя девочка. Она нас и научила. «Если она такая умная, — сердито сказал царь, — пусть она из этого камня сплетет мне лапти». Солдаты пошли к знакомой девочке и передали ей повеление царя, чтобы сплела она ему из камня лапти. В ответ девочка набрала мешочек песку, отдала его солдатам и сказала: «Отнесите это царю и скажите, пусть он совьет из песка веревку для лаптей». Солдаты вернулись во дворец к царю, положили перед ним мешочек с песком и сказали: «Девочка просила тебя свить из этого песка веревку». «Она в своем уме?» — разгневался царь. «Разве можно из песка свить веревку? Идите и передайте ей мои слова». Солдаты передали девочке слова царя. Девочка ответила на них так: «Скажите патше, что если только дураки могут просить свить веревку из песка, то не умнее и тот, кто требует сплести лапти из камня». Патша позеленел от злости, когда услышал переданный солдатами ответ девочки, и решил за такой дерзкий ответ проучить ее. «Если эта девочка считает себя такой умной, то пусть она явится завтра ко мне. Явится ни днем, ни ночью, не голая и не в платье, не на лошади и не пешком, и остановится не на улице и не на дворе». Солдаты передали девочке повеление патши, вернулись во дворец и наутро вместе со всеми стали ждать ее появления. Только в сумерки, которые нельзя назвать ни днем, ни ночью, появилась девочка верхом на козе. Одета она была в рыболовную сеть, а когда доехала до ворот царского подворья, то дала козе переступить передними ногами во двор, а задние остались по другую сторону ворот. Патша вышел на крыльцо, подивился сообразительности девочки и милостиво отпустил ее домой. Умная девочка так понравилась патше, что он решил на ней жениться
и послал солдат сватать ее. Пришли в дом девочки солдаты, спрашивают: «Сколько просишь колыма?» Колыма мне не надо. Вместо него поймайте и приведите 12 волков и 12 зайцев, отвечает девочка. Наловили солдаты волков и зайцев и вместе с женихом явились к девочке. Девочка увидела волков и зайцев, говорит: «Теперь загоните их всех в один амбар». «Никак нельзя», — сказал царь. «А можно жениться 60-летнему старику на 12-летней девочке?» Царь не нашелся, что ответить на этот вопрос, и, несолоно хлебавши, вынужден был возвратиться восвояси. А 12 солдат, которых он было определил для потехи, теперь сами потешались над ним.